Привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно научиться разговаривать на казахском и понимать его. Для этого мы запоминаем казахские слова. Сегодня мы будем запоминать слово «сіз». Вот эта палочка с точкой звучит как «сіз», «сіз». Тонко и мягко. «Сіз». Это слово «вы». Уважительное обращение к другому человеку в единственном числе. «Сіз». Во множественном будет по-другому чуть-чуть. Теперь мы составляем русские предложения со словом «сіз». Сіз, присядьте, пожалуйста, на этот стул. Сіз хотите чашку чая? Могу организовать вам это. Я очень уважаю сіз. К взрослым людям у нас обращаются как сіз. Сен обычно на «ты» обращаются обычно к близким друзьям или к маленьким детям, младше тебя, но все же лучше к незнакомому человеку всегда обращаться как «сіз», «вы». «Можете, сіз, уступить мне место?» — сказала я в автобусе. Если я вижу незнакомого человека, я обязательно буду обращаться к нему как «сіз». Неважно, моложе он меня, не моложе он меня. Вот. Значит, некоторые, кстати, дети обращаются к своим родителям как «сіз». Ну, вот такое воспитание, да. Но у нас в семье к родителям говорят все-таки не «сіз». Вот. Сіз. Запомнили все предыдущие слова? Спрашиваю я у вас. Немножко неправильно, потому что это единичное, единственное число. Вот. Во множественном числе будет чуть-чуть по-другому. Вот. Вот таким образом составляйте предложение. Предложение должно быть достаточно для того, чтобы вы полностью запомнили это слово. Таким образом, чтобы вы никогда его не забывали, чтобы никогда больше не возвращались к запоминанию этого слова, чтобы оно село в ваш актив. Вот когда-то, помните, в советское время был такой мультик, где там мешочек дали, и он должен был доброе слово и камешек кидать в этот мешочек. Вот мы кидаем каждое запомненное слово, и мы кидаем камешек в наш мешок, который является нашей целью разговаривать и понимать на казахском языке. Вот. Для этого, пожалуйста, прилагайте усилия, запоминайте. Если вам сложно произносить, смотрите произношение в Гугле, тренируйтесь, и мы обязательно достигнем нашей общей цели. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня. С каждым днем у меня все больше и больше подписчиков. Меня это радует. Значит, мои видео полезны для вас. Вот. И пока-пока.